В январе 2019 года исполнилось 85 лет режиссеру Амиру Абдразакову, стоявшему у истоков национального телевидения и кино, основателю киностудии «Башкортостан», которому в декабре 2018 года было присвоено имя его создателя. А 1 марта сего года телевизионное сообщество отметило 60-летие первого вещания башкирской студии телевидения. В свете этих значимых для культуры республики и страны в целом событий мы вспоминаем человека, создавшего более 7 десятков документальных и художественных фильмов, внесшего весомый вклад не только в театральное и теле-киноискусство, с его не менее выдающимися сыновьями, оперными певцами Аскаром Абдразаковым и Ильдаром Абдразаковым, а также большой телевизионной плеядой режиссеров, редакторов, журналистов, великолепном содружестве театральных деятелей, работников кино, драматических артистов, певцов и музыкантов. И всех, кто был свидетелем и участником яркого, выдающегося времени расцвета башкирской культуры, тех, кому посчастливилось причаститься к эпохе Амира Абдразакова. Имя Амира Абдразакова у меня в сердце врезалось в 1968 году через фильм «Песнь моего народа». Я участвовала в фильме «Песня моего народа». Это первый его цветной фильм. Этим я до сих пор так я благодарна ему. Это останется во веки века. Амир Абдразаков, он не только был прекрасным человеком, настолько он был талантливый. Во всех отраслях, хочу сказать, он на скрипке играл, на баяне играл. А как он пел, какие башкирские народные песни он пел. Поэтому его широта вот в его творчестве настолько велика. Его всегда любили, любят и будут любить. Он всегда в наших сердцах будет во веки века. Әмір ағайдың атағы яғынан да, әсәһе яғынан да сәсән бар. Әсәһе яғынан Шерияздан сәсән. Атаяһы яғынан ең беренче Әбделман Олатай үле тук буйларының данлыклы һунарсыһы, көрәшсеһе һәм яраусыһы. Аның бер туган агаһы Миңлебулат Абдразаков аша бергә Аккакколаның матур бер варианты килеп җиткән. Аккаккола эпосының. Мына бит кайып куллар инде. Мына Әмир агайның тамырлары инде.
торжества, посвященный 85-летию заслуженного работника культуры БАССР, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева Амира Абдразакова, проходили в местах знаковых для его творческой судьбы. Те, кто любит нашего отца, те, кто помнит его, для нас это огромная честь, для нашей семьи, то, что есть память отца в наших сердцах, в ваших сердцах. А когда есть память, есть история. Так вот, это история башкирского народа, это история папы, нашего любимого человека, который дал нам жизнь, дал нам мастерство, любовь. И нам очень приятно то, что сегодняшние дни, они посвящены именно нашему отцу. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы сегодня пришли. Как вы знаете, папа был патриотом Башкирии, патриотом башкирского народа, всех башкир. И нас с Оскаром он вселил этот патриотизм. Все равно, куда бы мы ни ездили, где бы мы ни выступали, мы являемся башкирами. Прежде всего, мы говорим, что мы из земли Башкортостан, мы из Уральских гор. И это дает нам больше силы и уверенности выступать и покорять другие площадки мира. Знаковым местом для некогда члена правления Союза театральных деятелей Башкортостана, Союза кинематографистов России, действительного члена Российской академии кинематографических искусств НИКа по праву является Центр российской кинематографии. Это Уфимский кинотеатр «Родина». Начиная с первых страниц летописи киностудии «Башкортостан», основанного Амиром Абдразаковым и его сподвижником, кинооператором Ильдусом Галиуллиным, здесь проходили все премьеры молодого башкирского кино 90-х. Также стали популярны и всегда ожидаемые зрителям ежегодные показы картин выдающегося отечественного режиссера Абдразакова, традиционно предваряющие дни российского кино. И теперь в любимом Амиром Габдульмановичем кинотеатре вечер его памяти состоялся ретроспективный показ абдразаковских фильмов. Вот это звуки детства. Ай, пленителен твой стан, тонок, как лоза. Не смыкай свои уста и не прячь глаза. Фарид Фатыхович, киностудия «Башкортостан» вспомнила творчество нашего режиссера, которую и телевидение, и киностудия, естественно, будут делить. Это наше общее достояние. Но сегодняшний день это просто какой-то профессиональный праздник. И для вас, и для нас. Этот год столетия таких крупных событий. А для кинематографистской общественности еще год Абдразакова. Потому что в январе, в день его рождения, мы уже члены Союза кинематографии, Союз киностудии провели вечер памяти. Потом в феврале проходил юбилей Союза. Обязательно без упоминания нашего Амира Абдразакова это не прошло. И персонального режиссера, соратника Амира Абдразакова, Малика Якшимбетова, 75-летие, обязательно вспоминали, проводили вместе, конечно, Амира Абдразакова. Какое ваше любимое кино? Мое самое любимое кино – это «Мы верим». Дело в том, что Амир Абдразаков в этот фильм вложил столько мыслей, раздумья о создании нашей республики, которую мы в этом году отмечаем, а размышления о судьбе башкирского народа. Этот фильм действительно стоит того, чтобы этот фильм мы каждый раз показываем, отмечая юбилей республики, День республики. А Амир Абдразаков, он ушел с поста
председатель Союза кинематографистов Башкортостана. Хотя он недолго побыл, но он внес не только в создание киностудии, но и образование, формирование нашего профессионального Союза кинематографии, который сейчас является одним из ведущих союзов России. И Михалков Никита Сергеевич поздравил киностудию Башкортостан при присвоением имени, потому что имя Абдразакова известно не только в Башкортостане, и в России. На свой фильм «Свадьба» он меня взял на съемки. Тогда еще Оскар был, годик только ему было, сидел. Далее 50-летие Башкортостана праздновали мы очень широко. Тогда республика праздновала. Каждый район выступал, на телевидение приезжали. Но были такие районы, которые нас не видели. И для них специально, вот такие районы, как Баймак, Сибай, мы специально, договариваясь заранее магнитогорским телевидением, поехали туда и оттуда показывали для этих районов эти передачи, посвященные 50-летию нашей республики. Вот, слава богу, сейчас уже мы отпраздновали 100-летие. И еще один момент очень интересный. В 1971 году мы поехали в Москву с нашей региональной программой. Москва, тогда центральное телевидение, каждому региональному телевидению задание давали, чтобы целый год готовить такую программу, которая состоит новостная, общественно-политическая и музыкальная часть. Вот их готовить, потом они приезжали и здесь еще отшлифовывали и увозили в Москву. В том числе и режиссера, звукорежиссера, сценариста и диктора. Тогда вот Амир Абдразаков был режиссер, я диктор этой программы. Живьем, естественно, все это живьем в эфире. Мы 21 июня 1971 года вот эту программу вели. Далее мы с Амиром Абдразаковым ездили на международный кинофестиваль тюркоязычных стран «Серебряный полумесяц». Это происходило в 1992 году. Это вот первый год, когда мы возили фильм Малика Акшембетова и Газима Шафикова «Врата свободы». Фильм наш великолепно прошел. На следующий год мы еще поехали. Амир тогда привез свой фильм «Ишмулла». Фильм был на башкирском языке. А как быть? Амир этот фильм прямо во время показа переводил по-русски. Представляете, это невозможно даже представить. Он говорил, вот фильм идет, он переводил на русский язык. Башкортостандың данлы артисты, Европаны, Азияны шаулатып йөргән арбаклы курайсы Ишмулла Дилмөхәммәд моңдары. Был моңдары Урал кырлыстарын, Башкортстан ситтәрен аша үтеп, сәнгатебезгә шөһрәт, халкыбызга мөхәббәт яуланы. Салават Юлаев һәм Галимов Сәлам исемендәге премиялар лауреаты. Россия Федерацияның аткалаган артисты Ишмулла Дилмөхәммәтовның иҗаты үзе бер олы дөнья. Он был великолепный режиссер, сами знаете, какие фильмы у него были. Он горел все время о своем народе, о своей республике. Представляете? О своем языке. Он вот настоящий, он лучезарный, он все время вот как солнце. Я счастлива, что я была знакома с Амиром Абдульмановичем, что почти последние все фильмы он показывал у нас в кинотеатре «Родина». Была возможность не просто посмотреть его фильмы, но и лично с ним пообщаться. И вчерашний вечер, это вот был, наверное, апогей всей его деятельности. Мы посмотрели фильмы, мы пообщались с людьми, которые его знали. И столько было сказано теплых слов о нем. И то, что приехали сыновья и с такой любовью говорили о своем отце, и просто вот гордость за нашу республику, за то, что вот такие люди жили и оставили такой яркий след в кино, на телевидении. Поэтому я считаю, что мы должны гордиться вот такими сыновьями Башкортостана.
Еще одним знаковым местом, помимо зданий телецентра на Гафури и киностудии «Башкортостан», в творческой судьбе режиссера Абдразакова являлся Башкирский государственный театр оперы и балета, в здании которого когда-то находился Академический театр драмы имени Мажита Гафури. Здесь в 1959 году выпускник башкирской студии при ГИТИСе имени Луначарского вдохнул по-настоящему запах кулис. Эти намоленные стены и сцена помнят первые успехи молодого драматического актера Амира Абдразакова. Здесь ему впервые рукоплескали. Прошло 60 лет, и вновь в этом великолепном зале башкирской оперы звучит имя Абдразакова. Амир Агай, он ведь настолько душевный, он настолько пропитан музыкой с детства, сам скрипач, поет народные песни, удивительное отношение к музыке. А я ему многим обязан, потому что я еще будучи студентом Института искусств, да, уже мне Валим Хасанов давал свои песни, а Амир Агай записывал их на видео. Первые кадры, первые съемки, это с ним связано. И мое появление на телевидении, мой успех на телевидении связано с именем Абдразакова, именем Амира Агая. Я ему очень благодарен. Действительно, нас объединила музыка. И знаете, сегодня только ребятам, и Оскару, и Ильдару я сказал, ребята, когда он работал, Амир Агай, он все забывал. Он настолько вникал в процесс, он такой творец, удивительный. До сих пор помню, как он работал, как он ставил свет, как он работал с артистом. Со мной, как он работал, давай вот так сделай, давай вот так сделай. То есть у него всегда был этот творческий азарт, творческое зерно. И он, во мне кажется, он сумел раскрыть меня как певца. Мое лицо, мои глаза, мой взгляд, да, мою мимику. Он через экран, это через него я дошел до зрителей. За это я ему благодарен. Сейчас после концерта я понимаю, что здесь и музыканты претендуют на имя Амира Габдульмановича. Во-первых, это мой отец, и сегодня я очень счастлив, что пришли его друзья, коллеги, с кем он работал, события для нас, прежде всего для нашей семьи. И я хочу всех поблагодарить, потому что они сделали прекрасный праздник, прекрасные выступления были. И для нас это большая честь иметь сегодня на этой сцене, в этом прекрасном зале, таких великих музыкантов из Башкортостана. Твоих небес небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Амире Абдразакове, я думаю, знают все в Башкирии и представители всех искусств, и вообще это семья знаменитая, да,
который, так сказать, представители которой только всегда служили на благо только своей республики, своему отечеству. Да? И сейчас мы видим, что замечательные сыновья, знаменитые, продолжают, так сказать, вот эту династию уже в музыкальном искусстве. Вот. Мы все это с огромным удовольствием наблюдаем в наши дни. Я сегодня и плачу, и в то же время я радуюсь от того, что мы почитаем сегодня память, вспоминаем Амира Габдульмановича. В моей жизни этот прекрасный человек появился в 1987 году, когда я впервые перешагнула порог телевидения нашего. И первым, кто меня встретил, он был тогда главным режиссером, и вот все объяснил, что как. И мы, конечно, очень много вместе работали. И запомнился он мне не просто как профессиональный режиссер, но и как человек с большой душой. Человек очень человечный. Ко всем он умел находить подход. Каждому мог что-то и объяснить, и показать. И вообще вот душевный, такой человечный Амир Агай. Вы архиважный фотодокумент в руке держите? Снимали «Новогодний огонек», правда, я не помню, какой это был год. Амир Агай был в основном в студии, а я наверху за пультом режиссерским. И я думаю, этот «Новогодний огонек», он был, конечно, очень интересный. Там били. Павел. Будет. Қонақтарыбызға біз бірнеше сюрприз әзірледік. Олардың біріншісі мына ошу конверттар. Мы действительно вправе говорить об эпохе Амира Абдразакова, поскольку это была действительно большая эпоха, эпоха решающая, эпоха настолько значимая, что трудно переоценить значимость всех его трудов. Этот человек сделал столько, сколько под силу действительно только титанам эпохи Возрождения. Он был действительно разносторонней, одаренной личностью. Это был человек, одержимый своей идеей о национальном кино, художественном, документальном кино, идеей о киностудии, собственной национальной киностудии. И остается только поражаться тому, что вот на протяжении своей жизни он сумел воплотить такие огромные задачи, которые он умел ставить перед собой, и он умел это и воплощать в жизнь. Республикабызда телевидение һәм кино сәнгатенә нигез һалусы шәхес. Амир Абдразаковтың тууына 85 ел. Бүгенге кисәбездә уның якты истәлегенә арнайбыз. Мы рады видеть вас сегодня на вечере, посвященном 85-летию со дня рождения одного из великих сынов башкирского народа, основоположника национального искусства телевидения и кино Амира Абдразакова. Я любовался миром этим. Эти известные строки стихотворения Мустая Карима, что легли в название творческого вечера Амира Абдразакова, теперь символичны. Так, в год празднования векового юбилея народного поэта Башкортостана и 85-летия кинорежиссера, сценарист концерта, известный теле- и радиожурналист, музыковед Миляуша Идрисова объединила на одной сцене творчество двух выдающихся сыновей отчизны. Друзья и соратники в жизни Мустай Карим, Амир Абдразаков и поныне продолжают свой духовный путь. Живут в сердцах памяти народной и на кинопленке, вновь и вновь встречаясь с нами на экране. Яусында мин арслан инем. Мин Уралда үскән егетмен. Бына хәзер сафтан егылып калдым. Әллә тере, әллә үлекмен. Ер коткар хайны кысагынан, сикрип мен хайным чургага. Уйдар елә, үдемен хөз ятам. Канага, канага, канага.
Многогранность его таланта была потрясающая. Самое главное, что он не только фильмы создавал, он создавал, как-то запечатлевал на своих пленках душу народную, как он ее разгадал глубоко, как он сумел ее пронести в своем сердце и воплотить в своих фильмах, потрясающих фильмах. У нас телевидение, вы знаете, как его прозвище было? Любовное. Наш Бондарчук. Потому что он столько много фильмов. Это только можно было его сравнить с Бондарчуком. Вот тут он, и мы так вот любовно, и он это знал, так кряхтел, посмеивался, смеялся, говорит, ну уж прямо придумали. Вот. И вы знаете, он не только многогранность и широта, глубина. Он был, Амир, потрясающе кристально честным человеком, очень чистым. И вот этой чистотой своего искусства он как-то умел воплощать в своих фильмах. Он, конечно, очень яркая страница в нашем искусстве. Не только в телевидении, вообще в искусстве нашей. И в искусстве, наверное, российском тоже. Я не побоюсь это сказать. Потому что такая плодовитость, столько успеть за свою жизнь, это потрясающе. Некоторые, вы знаете, 10-ю часть не смогут. И он, причем, жил, вы знаете, он жил всегда с такой открытой, чистой душой. Он так любил жизнь и так любил людей. И вот эту любовь, вот я сейчас чувствую вот в зале. Вот сейчас собрались люди, которые его любили, которые помнят. Семья режиссера всегда была частью телевизионной жизни. Домочадцы, как правило, первыми знакомились со сценариями будущих фильмов, горячо обсуждали, вносили предложения, и совместное чтение было традицией у Абдразаковых. Дом был полон папок со сценариями. Работал Амир Габдульманович денно-нощно, засыпал ненадолго, просыпался и снова за письменный стол. Ему, как режиссеру, всегда был важен сценарий. А сценаристом нередко выступал он сам. К примеру, при создании фильма «Несломленный дух» Абдразаков, как исследователь, много работал с романом Степана Злобина, перелопатил архивы, общался с литераторами, консультировался с историками, ездил в Палдиске на открытие памятника Салавату Юлаеву, изучал место ссылки башкирского национального героя и его отца Юлая Азналина. Выразить в нем не только воинственные стороны, но и поэтические, чтобы это был красивый, поэтический, настоящий герой хорошего, прекрасного, большого народа, среди которого я живу всю свою жизнь. Однажды сын Оскар спросил у отца: «Атай, а почему ты не снимаешь о Салавате Юлаеве художественный фильм?» Салават еще не родился. Таков был ответ. Всегда памятуя о другом каноническом образе, в фильме Якова Протазанова роль Салавата блестяще исполнена Арсланом Бубаряковым. Быть может, Амир Абдразаков к тому моменту сам не был морально готов к созданию монументального творения. Да и материально-техническая база молодой киностудии в 90-х объективно не могла позволить себе серьезные масштабы, нежели когда-то поражающие своей колоссальностью советские госзаказы. И потому завещанный Абдразаковым новому поколению кинодеятелей фильм о башкирском национальном герое все еще ждет своего часа. Быть может, и торопиться не надо, потому как при всей мощи современных кинематографических средств, технических возможностей, спецэффектов, чтобы экранное произведение о Салавате Юлаеве получилось не просто интересным, захватывающим, но и правдивым, эпохальным, только наличие режиссерского опыта недостаточно. Требуется колоссальный интеллект, масштаб личности. Амир Абдразаков был не только талантливым актером, режиссером, сценаристом, он исследователь, культуролог, историк, мыслитель. То было поколение с разносторонним развитием, видением, знали культуру насквозь, народные и профессиональные искусства на все имели художественный взгляд. Это была другая эпоха. В фонде башкирского телевидения хранятся работы Амира Абдразакова. Позиции сегодняшнего дня, когда мы перешли на цифровое телевидение, когда фильмы, снятые на кинопленку, сейчас не подходят формат современного телевидения, они уникальны и они необыкновенны. Это материал, на котором можно учиться и учиться. Это большая режиссерская школа. Это большая школа для редактора.
это большая школа для исполнителей, потому что эта работа, она сохранила те образцы уникального исполнения, образцы уникальной подачи материала. Мы сейчас живем в современном мире, мы куда-то торопимся. Мы пытаемся сделать современное кино, мы пытаемся уловить это время и передать. Вот в работах Амира Агая, даже не беря во внимание, что это снято полвека назад, в нем сохранилась аутентичность нашего народа. В его работах сохранен характер, порода башкирского народа. Вот смотря на его работы, можно полностью охарактеризовать, кто такие башкиры. Искусство, культуру, дух, национальный дух вот, передают все его работы. Думаю, вряд ли кто поспорит с утверждением, что настоящее башкирское кино начиналось более полувека назад именно на телевидении Башкортостана. Вспомните те же абдразаковские музыкальные фильмы «Песни моего народа», «Свадьба», «Крылья души», его документалистику «Акмулла, Ишмулла», Ахмед Закиев Алиди Тоган, «Наша Зейнеп», его полнометражку «Золото собирается крупицами» по роману Яныбая Хамматова, экранизацию исторического романа Гали Ибрагимова «Кинзя». Дөньяны була батты. Білем сесен, білем. Білуің неден тұра батыр? Халықты қырылудан құрсалап қалырға керек. Келме сабыз ана тұтынды. Оның құрсалау түгіл шу. Бұлар ту. Батыр, үдесін тұғыр, илесін үлер. Әмин. Ел емішін өтәмәлім мені. Үтәнең, батыр, үтәнең, бек көп изгіліктер қылды. Әмі тағла қорқыныз яфа туды. Шунан кім құтқарыр? Кіші ертқанды ямауы еңел түгіл шулу. Кстати, фильм о Батыре Кинзе Арсланове снимали несколько лет кряду. Картина масштабная, с обилием исторических костюмов, воинского и конного снаряжения. В студии здания телецентра тогда соорудили часть декораций для сцен в тюремной камере. В ту пору художественно-постановочная часть нашего телевидения работала как настоящая киностудия, а творческий тандем режиссера Амира Абдразакова с художником-постановщиком Павлом Пановым, операторами Ильдусом Галиуллиным, Рафаэлем Беккининым, Алянусом Бектимировым, Леонидом Мешковым и другими мастерами позволял создавать художественные фильмы, многосерийные. Десятилетия спустя видим, понимаем, насколько они качественны, убедительны. Для меня Амир Абдульманович, он путеводная звезда. Я его знал с 1975 года до последних дней. Он меня пригласил на работу в башкирское телевидение, ассистентом режиссера, его ассистентом. Мы вместе снимали очень много фильмов и телевизионных передач, и я очень многому научился от него в области киноискусства. Я благодарен судьбе, то, что у меня вот такой был наставник. Благодаря него я полюбил киноискусство. Благодаря него я встал на такой большой жизненный путь
кинопроизводства. Вот я всегда повторяю и говорю людям о том, что когда они организовали киностудию «Башкортостан», они 6 месяцев не получали зарплату. Вот так они работали, они были преданы. И сегодня, когда дали имя Амира Абдразакова киностудии «Башкортостан», я очень горжусь, и это очень правильно. Я говорю всегда, когда он жил, эта эпоха Амира Абдразакова была. Я бы хотела, чтобы таких людей больше родились на свет. Вот на земле, чтобы, если таких людей больше будет, это действительно мир будет такой добрый, мир будет такой, абсолютно мирный, и всегда, наверное, будет сиять солнце. Вот такой Амир у нас Абдразаков. Но вернемся к началу 90-х. В это необъяснимое для страны время, когда большие идеи сменялись авантюрой псевдореформаторов и наоборот, рождалось светлое. Но на заре своего становления судьба башкирской киностудии была не столь светла. Для воплощения мечты Абдразакову пришлось годами обивать пороги, документально оформив свое детище, найти, легитимировать базу. Это достаточно нелегкий период в жизни Амира Абдульмановича, но жил во имя одной единственной цели – создания башкирской киностудии. Настолько он был одержим идеей создания национального кинематографа. Ана шулай, өз ғұмырында 70-ке яқын документаль фильмдар, музыкаль фильмдар, афиш фильмдар түсірдім. Шоңылсын бұл пленканың метрдарын ханап өткенбіз. Бардың исәп хисабы жоқ. Түндер бойы монтажда отырдылар. Чегер вақытта түндер бойы Қадірлі достар, қадірлі яқташтар, бик зур хезгә рәхмәт килгән өчен. Это как профессиональный праздник башкирских телевизионщиков и киношников. Но выяснилось, что это еще и праздник музыки. Насколько разнолик Амир Абдразаков? Прежде всего, это тот человек, который нам дал жизнь, который воспитал нас. А это, я считаю, что это самый главный фактор вообще жизни человека, особенно творческого человека. Конечно, дать мастерство, дать частичку своей души, дать себе мастерство в руки, можно сказать, да, и этого дорогого стоит. И, конечно, в памяти, в нашей памяти, в моей памяти на всю жизнь останется те мгновения, те минуты, которые папа для нас создавал. И вот этот вечер – это благодарность, и это та дань, которую он заслуживает. И ни для кого не секрет, что сегодняшний день был не только для нашей семьи, но и для наших родственников, для коллег, кто работал с папой, для тех людей, которые причастны его судьбе, его встрече. И вот эти мгновения, вот это его любовь к людям, любовь к земле, любовь к родному краю, это гордость нас, которую он воспитывал, который нас культивировал это все. И мы, можно сказать, выросли на башкирской музыке, на музыке духовной, которая дала и дает нам до сих пор такую внутреннюю подпитку. Мне кажется, вот аплодисменты тому большая радость и наше волнение, и сердце публики, которое чувствовалось с сегодняшнего вечера, вот этой кульминации, это для нас очень приятно. Мне сегодня очень приятно, что я имею честь участвовать в этом празднике как сценарист. Все эти дни мы жили этой идеей. Я надеюсь, что и публика унесет вот этот наш настрой. Это великое, огромный пиетет, огромное уважение, любовь. Наша общенациональная гордость.
Да, так оно и есть. Вот эта вот черта, какая-то неуемная, одержимая какая-то целеустремленность, одержимость какой-то идеи. Вот это, наверное, и есть отличительная черта семьи Абдразаковых. Поскольку сейчас мы видим, с какой всепоглощающей самоотдачей, с какой огромной любовью, одержимостью, можно сказать, его сыновья служат музыке, служат своей профессии. И они такие же титаны в своей профессии. Оскар и Ильдар Абдразаковы – это теперь уже наш бренд, это уже наша гордость. Мы их любим. Мы их любим не только за то, что они прославлены, за то, что им аплодируют самые-самые большие оперные дома мира, а просто за то, что они наши. Они выросли у нас на телевидении. Они выросли среди нас. Они были самыми активными участниками отцовских проектов, больших и малых. И они любят это дело, они любят свою родину. Приезжая сюда, они несут вот это свое... Это миссия. Да, эту свою большую миссию. Они приезжают сюда, чтобы воплотить свои идеи с той же любовью, как отец воплощал свои проекты. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Для нас огромная честь, для нашей семьи, посвятить эту постановку нашему любимому папе Амиру Абдразакову. В зале присутствует наша любимая мама. Конечно, огромное волнение. И сегодня мой любимый брат Ильдар выступит в двух лицах. Это как режиссер-постановщик спектакля и как главный исполнитель оперы «Аттила», предводитель гуннов Аттила на башкирской сцене. К 85-летию видного отечественного режиссера Амира Абдразакова было приурочено в том числе не менее знаковое событие в культурной жизни страны. Это мировая премьера оперы Джузеппе Верди «Аттила» на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Режиссер-постановщик Ильдар Абдразаков, знаменитый оперный бас с мировым именем, дважды лауреат премии Грэмми, в определенном смысле исполнил родительскую мечту. Как говорят, пошел по стопам отца, пусть и на время став режиссером. Но, судя по резонансу в российской прессе, восторженным отзывам музыкальной критики, публики, аншлагом, режиссерский дебют Абдразакова-младшего удался. Валентинович, вы работали с режиссером Ильдаром Абдразаковым. Несколько слов об этой премьере и о режиссере Ильдаре Абдразакове. Была очень яркая постановка, была очень напряженная работа над спектаклем «Аттила». Я думаю, это название Ильдар выбрал не случайно, потому что он очень много раз блистал в этой партии. Как никто, он знает эту музыку, и я думаю, что у него вот как бы изнутри накипело именно под впечатлением и своей работы, в том числе, свое видение вот этого образа, этого произведения. И вот, так сказать, он смог это реализовать на нашей сцене совершенно замечательно, потому что это и очень яркое сценическое воплощение, и сама музыка, и, к большому счастью поклонников, он сам исполнил тоже в первый премьерный день партию «Аттилы». И, в общем, все сложилось, по-моему, очень удачно. Это был для нас общенациональный триумф. Каково быть режиссером Абдразаковым? Ну, это на самом деле громко сказано, быть режиссером Абдразаковым, но я сделал то, что я хотел сделать. У меня была своя идея и свои мысли к этому, поэтому все равно благодаря отцу, с которым я несколько раз и снимался в его фильмах, и также работал, будучи совсем маленьким, я, естественно, у него что-то взял, какие-то действия, какие-то моменты актерского мастерства и вложил в спектакль. И также я ими пользуюсь на протяжении всей своей творческой карьеры.
Я хочу поблагодарить его за это. Артист, не раз представавший в образе великого гунна в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Мариинке, Риме, Барселоне, Монте-Карло, а также в Ла-Скала, где прошлый сезон открывали Аттилой, воплотил также свою мечту, подарив уфимцам не просто грандиозную постановку, а великолепный оперный праздник. «Я башкир», а племена башкир, когда-то примкнувшие к воинам Аттилы, дошли до Милана, до Великой Римской империи. Осознание исторических параллелей привело к окончательному пониманию, что хочу поставить именно эту оперу в нашем театре, где впервые вышел на сцену. Мечту брата Ильдара разделил и Оскар. Ему не однажды приходилось петь главную партию в этом раннем вердиевском произведении. Теперь же судьба уготовила Абдразаковым исполнить Аттилу на родной сцене, отдавая дань уважения своему отцу, своему народу. Поклонники знаменитых артистов, публика стали восторженными свидетелями грандиозного музыкального посвящения Амиру Абдразакову. Время все расставляет по своим местам. Отрадно, что отныне киностудия «Башкортостан» гордо носит имя своего основателя. Достойный сын своего народа, родного Башкортостана. Нельзя переоценить вклад Амира Абдразакова как в развитии телеискусства, так и создания национального кинематографа. Имя его не просто одно из значимых в плеяде выдающихся личностей, вершивших великую культуру нашей многонациональной родины. Амир Абдразаков – это символ, олицетворение эпохи.